Ежегодно Россия по традиции 24 мая широко отмечает День славянской письменности и культуры. Этот праздник был основан в 1863 году в дань уважения памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянского письма. В честь этого дня в Кызылском колледже искусств прошел концерт с исполнением хоровых произведений. Своими усилиями они изобрели алфавит с именем Кирилла – кириллицу. Этот язык и письменность до сих пор слышен и читается сегодня духовенством Русской Православной Церкви. Язык также известен как старорусский. Сегодня сотни тысяч россиян одновременно будут петь до глубины души знакомые песни. Это будет всенародный песенный праздник, который охватит каждый уголок нашей страны. – 2024 год для Кызылского колледжа искусств является юбилейным, так как отмечается столетие со дня рождения Алексея Бактаевича Черголола. Учебное заведение достойно продолжает дело мастера с осознанием того, что они сохраняют его наследие. Лучшие страницы творчества Алексея Черголола посвящены родному Тувинскому краю и красоте его природы. Женским хором были исполнены тувинские зарисовки с элементами хореографии. Первым тувинским композитором, обратившимся к кантатно-ораториальному жанру, был Алексей Черголол. Оратория была им написана в 1975 году в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Она повествует о героизме тувинских бойцов и гибели друзей, о горе матери, потерявшей единственного сына. Также со сцены прозвучало одно из самых ярких произведений Алексея Черголола. Ежегодно в России с 1863 года отмечается День славянской письменности и культуры, и Кызылский колледж искусств с большим воодушевлением поддерживает эту традицию. Наш колледж отмечает столетие со дня рождения Алексея Бактаевича Черголола. Такая очень значительная, знаменательная дата. И в честь этого были добавлены его произведения «Оратория» Черголола и тувинские зарисовки, народные песни. И русские народные песни также будут добавлены. Выступает весь наш хоровой коллектив, и нам помогает наш оркестр. Оркестр нам помогает исполнять ораторию. Мы с этими произведениями ездили на выступление в Москву. Преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин колледжа искусств отметила, что своей миссией Всероссийское хоровое общество видит не только развитие хорового искусства как одно из элементов культуры, но и духовое, культурное, нравственное возрождение всего общества. Каждый год у нас меняется формат проведения данного мероприятия. Мы начинали с малого, скажем. Вначале это были песни духовного содержания. Затем мы постепенно расширяли наш формат, и это мероприятие становилось более масштабным и более значимым. Мы приглашали ведущие хоровые коллективы нашей республики, которые принимали участие в этом концерте. Напомним, День славянской письменности и культуры отмечается ежегодно 24 мая. Праздник был установлен в память о создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии. В этот день во многих регионах страны проводятся концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Инна Клаян, Батыр Базан, Самдан Иргит, телеканал Тува-24.